Да, уже потому что время 2 минуты. 24 буквально. Что все, да? Оно просто будет немножко с запозданием. В эфир пошел уже, да? Ну все понятно, ладно, я главное. Так, уважаемые коллеги, начинаем наш вебинар по просьбе участников прошлого вебинара для того, чтобы обговорить основные, так сказать, условия проведения конкурса. Я подготовил, вернее, наш отдел подготовил небольшую такую презентацию. Значит, обобщенная программа, так сказать, общая программа будет размещена уже сегодня на сайте Института развития образования. Но вот некоторые вопросы, связанные с конкретной организацией, проведением, значит, отдельных этапов конкурса, на этом я хотел бы остановиться. Ну и потом я с удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы. Значит, сроки проведения второго и третьего этапа конкурса, значит, следующие. Второй тур пройдет, значит, начнется 27 ноября. Значит, он будет проходить на базе Института развития образования. Значит, тут оговорены, значит, и аудитория, 103-я аудитория по улице Орджоникидзе, 23. Ну, понятно, что второй этап – это этап визитная карточка, то есть который следует за первым заочным этапом методическая разработка, которую эксперты уже в течение этой недели получили все ваши материалы, и происходит сейчас экспертная оценка полученных материалов. Ну, а третий тур нашего конкурса пройдет в течение 3 дней. Надо сказать, что заявилось 24 участника. В общем, достаточно, так сказать, представительно у нас будет конкурс. И, конечно, для жюри это будет такая довольно напряженная работа. Вот этот третий тур будет проходить в период 28, 29 и 30 ноября. То есть он будет проходить на базе 5 профессиональных образовательных учреждений города Сыктывкара. Вот буквально во вторник в министерстве проходило совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций города Сыктывкара для определения базы возможностей проведения как раз учебных занятий на их базе, ну, с учетом вот ваших пожеланий, требований, согласно тех заявок, которые вы нам присылали. Значит, второй тур более подробно. Значит, вот на слайде представлены основные, так сказать, позиции. Начало регистрации участников с 9 до 9:50. Далее в течение 30 минут с 10 до 10:30 будет проходить открытие республиканского конкурса преподавателей. Все это, естественно, будет проходить на базе Института развития образования. В 10:35 начинается жеребьевка участников республиканского конкурса, ну и подготовка к проведению визитной карточки. Визитная карточка будет проходить, начнется, значит, с 11:00 до 16:00. Значит, конкретные этапы проведения этого мероприятия в программах будут оговорены более подробно, но могу сказать, что мы разбили наших участников условно, потому что по конкретным фамилиям это кто будет за кем идти, это выявит жеребьевка. А вообще мы разбили наших участников по 6 человек на 4, так сказать, этапа по визитной карточке. И, значит, вот в течение часа, значит, 6 выступающих проходят, так как до 10 минут выступления. Ну и между этими блоками, вернее, извините, между этими этапами предусмотрены небольшие перерывы до 10 минут. Ну и после 12 человек будет кофе-брейк организован. Ну, вот таким образом будет организован вот этот день по второму туру 27 ноября. Значит, следующий этап, третий тур, это проведение учебных занятий.
Здесь вы на слайде можете увидеть, я разместил информацию, как распределены наши участники по местам проведения учебных занятий. Значит, хочу отметить, что вот здесь я разбил по цифрам, да, так вот, например, у нас первый этап – это место проведения в Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж. Мы построили, так сказать, вот распределение участников так, чтобы 4 урока посмотреть до обеда и 4 урока после обеда, то есть это с учетом, так сказать, 8 участников в день. Значит, ну и вот вы видите на слайде, что первую группу участников Воркутинский педагогический колледж, Сосногорский технологический техникум, Сыктывкарский торгово-технологический техникум и Воркутинский политехнический техникум, они будут участвовать на базе Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова. Значит, хочу сказать, что уроки начинаются в 8:30 и через каждый час, потому что предусмотрено 35 минут на проведение самого учебного занятия, 10 минут на самоанализ и, так сказать, обсуждение членами жюри, ну и чтобы, так сказать, жюри могло спокойно, еще учитывая там 15 минут, чтобы перейти в следующий, так сказать, в следующую аудиторию. По ответственному Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, ответственная по организации, это Мартынчук Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-производственной работе. Второе место проведения, начиная с 14:00, это Сыктывкарский медицинский колледж имени Ивана Павловича Морозова. Значит, тут участвуют, вы видите, гимназия искусств, Межпавловский политехнический техникум, Воркутинский медицинский колледж и Уфтинский медицинский колледж. Значит, ответственный по данному мероприятию от Сыктывкарского медколледжа это заместитель директора по воспитательной работе Малышева Ольга Владимировна. Следующий этап третьего тура, второй день учебных занятий и третий день самого конкурса 29 ноября, это также проходит на базе двух образовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений. Это Сыктывкарский торгово-технологический техникум. Здесь участвуют, вы видите на слайде, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж, Сыктывкарский колледж сервиса и связи, Сыктывкарский лесопромышленный техникум и Сыктывкарский торгово-экономический колледж. Далее, во втором, так сказать, после перерыва, после обеда, место проведения Сыктывкарский индустриальный колледж. Ну, территориально, вы видите, они располагаются, в общем-то, достаточно близко, на одной улице. Значит, и здесь участвуют учебные заведения Воркутинский горно-экономический колледж, Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум, Сыктывкарский медицинский колледж и Ижемский политехнический техникум. Ну и третий, так сказать, день учебных занятий, четвертый день самого конкурса, 30 ноября. Значит, ну, здесь все практически участники будут проходить в одном месте. Это на базе Сыктывкарского политехнического техникума. Вы тут видите, что первая группа участников Сыктывкарский индустриальный колледж, Уфтинский политехнический техникум, Индийский политехнический техникум и Коми республиканский агропромышленный техникум, что они до обеда работают, то есть вот до 12, там 15 минут, 12-15. Ну и вторая группа участников, это Микунский железнодорожный техникум, Печорский промышленно-экономический техникум, Сыктывкарский автомеханический техникум и Сыктывкарский политехнический техникум. Они проводят на базе, значит, вот во втором, после перерыва. Хотелось отметить, что при обсуждении мы шли по такому пути, чтобы все-таки обеспечить максимально, так сказать, участие в конкурсе, чтобы проходило все-таки не на своих, так сказать, студентах, естественно, и поэтому у нас участники города Сыктывкара, естественно, проходят на базах других образовательных учреждений и своих. Единственное, вот у нас Сыктывкарский политехнический техникум, я тут просто хочу обратить внимание, чтобы, может быть, снять некоторые вопросы в связи с тем, что вот для проведения данного занятия требуется специализированная база, и поэтому возникли определенные трудности, и мы все-таки согласились с тем, чтобы общим, так сказать,
коллегиальным решением, чтобы все-таки провести на базе Сыктывкарского политехнического техникума, но занятие преподаватель будет проводить на группе студентов другого образовательного учреждения. Для этого будут специально, так сказать, привезены студенты целлюлозно-бумажного техникума города Сыктывкара. Ну и подведение итогов проводится уже 1 декабря. Значит, подведение итогов будет разбито на 2 части. В 14:00 будет проведение итогов республиканского конкурса для преподавателей, ну, то есть для участников конкурса с членами жюри, где будет проходить, так сказать, ну, обзор этапов, так сказать, каких-то важных моментов, может быть, каких-то особенностей, ответы на вопросы участников конкурса по каким-то, может быть, замечаниям, предложениям. Ну и непосредственно само завершение, торжественное подведение итогов республиканского конкурса и закрытие недели профессионального образования будет проходить в 15:00 на базе гимназии искусств при главе республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова на Печорской, 28. И подведение итогов республиканского конкурса также будет проводиться там же, то есть, ну, чтобы территориально все это было в одном месте, чтобы меньше создавать трудности для переездов. Вот общая информация по более, может быть, конкретным вещам по проведению. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Так, видео не воспроизводится. Да, надо сейчас пригласить. А презентация видна? Звук слышен? Ага, ну все понятно. Вот вам как раз отвечает наш технический работник. Угу. Да, хорошо, спасибо за вопрос. Этот вопрос ну, задавался, обсуждался. Да, я думаю, что это можно будет связаться с ответственными, и, в принципе, аудитории за день до проведения можно будет организовать просмотр. Тут, я думаю, что возражений не будет. Хочу, так сказать, дополнить, что информация об участниках, об их контактах была передана руководителям и ответственным за проведение, значит, за проведение мероприятий на их базах, была передана в полном объеме с контактами ваших участников. Потому что на совещании во вторник у некоторых руководителей возникли вопросы, особенно по программному обеспечению и так далее. Они попросили специально контакты, чтобы можно было напрямую связаться с вашими участниками, ну, обсудить какие-то вот нюансы, связанные именно с проведением учебных занятий. Ну, вот вопрос, который задается участникам, нужно ли на открытый урок предоставлять программу урока и самоанализ комиссии. Значит, хочу сказать о том, что комиссия смотрит урок и оценивает ваш самоанализ. В прошлый раз тоже был такого плана вопрос. Нет непосредственно комиссии, вот членам жюри, сдавать ваши материалы по проведению занятия не нужно. Так, ответственного по СТТ. Спасибо за вопрос. Савинова Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебно-производственной работе. По поводу посещения уроков других участников, да, это возможно. Участники, как правило, присутствуют на вот этих мероприятиях, так что это будет возможно. Ага. Ну, видимо, некоторая информация идет с запозданием. Конспект учебного занятия предоставлять еще раз предметную жизнь не надо. Так, кто ответственный за конкурс в политехническом колледже? Спасибо, я, видимо, тут не сказал. Значит, Мамонтова Елена Ивановна, заместитель по учебной работе.
В какой день и в какое время можно посмотреть свою презентацию на оборудование Криро? Значит, ну мы... Весь день, да? Значит, ну, уважаемые коллеги, вот по поводу тех, кто находится в Сыктывкаре, понятно, что те, которые находятся не в Сыктывкаре, они уже приедут, и какие-то моменты для подготовки мы там специально немножечко время по жеребьевке выделили для того, чтобы можно было подготовиться. Но хочу сказать, что для города Сыктывкара мы можем определить, скажем, проверку завтра, то есть это пятница, по числу. Значит, у нас 24 число. Ну, давайте 19:00. Значит, у нас аудитория 103. Это, значит, Институт развития. Пожалуйста, значит, мы вас встретим, проведем и потренируетесь, так сказать, проверите оборудование, как это работает. Так, там вот еще было внизу спущено, был ответ. Как? Вот на том, да? Сейчас, вот тут вопрос, извините, я пропустил. Сейчас, секундочку. Так, здравствуйте. Можно ли на урок пригласить своего помощника для подключения некоторых программ? Ну, в принципе, конечно, в основном предусмотрено, что педагог полностью сам работает при проведении. Но если это технически, скажем, возникает какая-то такая необходимость, я думаю, что это возможно. Ага, вопрос, еще раз смотрю, задают. Какое количество студентов будет на занятиях? В заявке указали просто, что количество студентов должно быть равно количеству ПК. Ну, как указали, так и будем. То есть, естественно, по количеству рабочих мест и будет количество студентов. То есть, с учетом ваших пожеланий. Да, в 19:00 вечером завтра можно подойти и проверить эту работу, потому что чисто технически не все получается у нас там встретиться. Я буду присутствовать при этом. Что? Не понял. Не, все нормально тут, да. Ну, я вижу, что участники, в принципе, в основном благодарят нас за разъяснение. Если в течение ближайших еще минуты-двух вопросов не будет, тогда, в общем-то, мы будем завершать наш вебинар. Да, бейджи у студентов будут. Да, бейджи у студентов мы как раз готовим. Это, в общем-то, подготовка, организация непосредственно учебных занятий связана, и за это отвечает у нас образовательная организация, где будут проходить эти учебные занятия. Да, бейджи будут. Так, полная группа. Так, Печора задает вопрос, полная группа 25 человек или половина 12 или подгруппа 10. Но обычно компьютерный класс, я могу сказать, что на 25 посадочных мест, в общем-то, у нас таких даже классов, я насколько знаю, потому что в крупных вузах, в центральных вузах существуют такие классы. У нас, конечно, в основном, конечно, количество рабочих мест, ну, в пределах 15, 12-15, не больше компьютеров. Я думаю, что вы можете связаться непосредственно, согласно вашего слайда, где вы участвуете, вот на Сыктывкарский политех, связаться и уточнить эти моменты в рабочем порядке. Я думаю, что проблем тут не будет. Поэтому специально озвучил ответственных. Можете выходить на них. Ну что ж, уважаемые коллеги, ну вот жду еще, смотрю, если есть какие-то будут вопросы. Вопросов в основном нет, значит, все в основном благодарят. Значит, уважаемые коллеги, таким образом мы завершаем работу нашего вебинара. Спасибо всех за участие, за вопросы, ну, за какие-то комментарии. И, в общем-то,
Ждем, ага, кто ответственный? Сыктывкарский индустриальный колледж. Да, извините. Сыктывкарский индустриальный колледж. Первышева Евгения Яковлевна, заместитель директора по учебно-производственной работе. Таким образом, ждем вас на наш общий конкурс. Надеюсь, что общими усилиями мы его проведем успешно. Еще немножечко я подожду. Может быть, вопросы еще будут, буквально в пределах минуты. Я думаю, что, наверное, все, да? Как думаете? Все. Спасибо. Можно отключать.